Хорошо, ждите, пожалуйста, ждите. Слушаю вас. Добрый. Они работают пока там. Ну, вечером, наверное, буду. Диспетчер справочной службы СУЭС Саида Мархолия не может выделить 3 минуты на интервью, потому что 2 телефона на ее столе не замолкают. Многие жители Сухума из разных районов города в самые холодные дни года остались без света и хотят знать почему. Некоторые сообщают о новых авариях, другие интересуются, когда дадут свет в том или ином районе, а третьи просто ругаются. Саида Мархолия, договорив по одному телефону, тут же поднимает трубку второго. И так целый день. Отключений слишком много. Дефицит электричества зимой не новость для Абхазии, но в этом году нагрузка на сети беспрецедентная. Значит, в этом году, в смысле зимой, произошел очень большой скачок, можно сказать, нагрузок. Вот в первую очередь мы это, конечно, связываем с деятельностью майнеров на территории города и всей Абхазии. Вот, те подстанции и те наши федера, которые нам позволяли в спокойном режиме проходить зиму, на сегодняшний день они крайне перегружены. Как такового графика отключения не существует, но ситуация, когда возникает, что идет перегруз трансформаторной подстанции, во избежание, возгорания, которое было буквально в декабре месяце, во избежание такого повторения, значит, вынуждены вводить эти меры по отключению, по уменьшению нагрузки на сам трансформатор. Вынужденные отключения, связанные с перегрузом, чаще всего происходят по вечерам. Это связано, возможно, с тем, что жители столицы возвращаются с работы домой, включают электроприборы и возникает резкий скачок. В таких случаях свет выключают на час-полтора, пока не снизится пик. Если энергетики не успевают зафиксировать перегруз и отключить линию, случается авария, и ее ликвидация занимает гораздо больше времени. Самая тяжелая ситуация сложилась у нас, конечно, вчера. За вчерашний день у нас был обрыв 10-киловольтного провода в труднодоступном месте, которое в ночное время пришлось устранять сотрудникам. Вышел из строя трансформатор мощностью 630 киловатт, пришлось его нам менять. И вышел из строя кабель, силовой кабель, магистральный, сечением 300 квадрат, питающий значительную часть города. Вот. С ночи мы поставили лабораторию, ведем поиск повреждений, но на сегодняшний час еще пока результатов нет. Повредился вводный кабель, но на каком именно участке неизвестно. Чтобы это установить, развернута лаборатория, посредством которой работники СУЭС прозванивают кабель. Как только место будет обозначено, ремонт займет не больше 2 часов, но до этого электричество будут подавать в разные районы Сухума по очереди. Всю ночь они занимались, прожигали, лаборатория стоит, лаборатория машина стоит. Занимались они, прожигали всю ночь. Пытаемся найти повреждения. Пока что безрезультатно. Да. Сейчас из-за этого у нас обесточена была часть по берегу до улицы Воронова, это дома лектора и назад до Красного моста. В силу того, что люди всю ночь просидели без света, сегодня мы поменяли схему, кого-то пришлось ограничить и дать людям свет, чтобы они более или менее как-то согрелись на это время. Значит, до восстановления этого кабеля к более или менее стабильной подаче электроэнергии мы вернуться не сможем. Начальник СУЭС Тимур Джинджолия от лица всех энергетиков обратился к жителям Сухума с просьбой экономно расходовать электроэнергию, а к владельцам криптоферм прекратить майнинг, хотя бы пока не потеплеет. Я уже к ним с просьбой хочу обратиться. Хоть на этот период отключите свои машинки. Дайте людям согреться, дайте людям нормально пережить эти дни, самые холодные, в этом году. Потому что в противном случае, если мы и так дальше пойдем по росту нагрузок, у нас просто не будет света, у нас развалится вся система. 20 января Ингургэс остановлена на ремонт. Ближайшие 3-4 месяца электричеством жителей Абхазии будет обеспечивать Российская Федерация по тарифам, значительно превышающим абхазские. Помимо тарифа установлен еще и лимит объема перетока, и если Абхазия его превысит, придется вернуться к практике веерных отключений. Если мы не ограничим свое потребление, то, я боюсь, мы не сможем уложиться в тот лимит, который нам предоставили по перетоку со стороны Российской Федерации. А это грозит нам более глубокими ограничениями, более глубокими отключениями по районам всей Абхазии. Так что еще раз прошу всех максимально по возможности отключить лишние электроприборы в домах. Не нужны по 10-15 лампочек во дворе, чтобы заборы освещать. Не нужно отапливать трехэтажный дом целиком. Отапливайте ту часть, где вы живете, где вы находитесь.
Вот. Отключите лишний кондиционер, лишнюю печку. Любое отключение, любой киловатт для нас сегодня важен. Согласно прогнозу погоды, снег в Абхазии больше не предвидится, и к выходным даже ожидается потепление. Но холода и осадки вернутся уже на следующей неделе, и от нас зависит, переживем мы их в тепле и со светом или нет. Надежда Боровикова, Эдуард Аракелян, Абаза ТВ.